Доброе утро всем тем, кто просыпается вместе с телеканалом Якутия-24 и, соответственно, самой утренней, самой уютной, самой семейной программы этого телеканала «Утро Якутии». Дарья Анкехова, Павел Танин всю неделю с вами, и сегодняшний день не исключение. Мы очень рады приветствовать всех, кто сейчас, возможно, только проснулся. Отдельный привет хочется передать тем, кто встал уже давным-давно и уже в полной активности. Рад встречать новый день. Ну и, конечно, мы, как всегда, призываем оставаться с нами в течение ближайшего часа, потому что с нами интересно, с нами полезно, увлекательно. Сегодня у нас будут интересные гости. Ну и, конечно, если вы встречаете утро с нами, значит, вы, так сказать, не просто заряжаетесь энергией, вы еще и получаете полезную информацию прямо с 7 часов утра. Проводите утро с пользой, одним словом, если, не одним, там несколько слов, но тем не менее, да, утро с пользой проводите, и это здорово. Ну и мы по традиции начнем, конечно же, с информации о том, что нас сегодня может ожидать за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 3 градуса. В Заречной группе 3-9 градусов тепла. В южных до 6. В Вилюйской группе 6-12, в Нижнеленских минус 3 плюс 9. В западных до 10 градусов тепла. В Колымандигирской группе улусов минус 11 плюс 5, в Янских минус 12 плюс 1. На северо-западе ожидается до 4 градусов тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 0 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 13 градусов. Погоду на сегодня узнали. Теперь важно понять, готова ли наша физическая форма к тем активностям, которые принесет с собой сегодняшний день. Ведь тепло – это не только легкая одежда, но и дополнительные нагрузки на еще не проснувшийся организм. Для постепенного и правильного входа вообще в летний сезон суммарно, который приближается, отлично подойдет общая физическая подготовка. Ну и мы, конечно, ежедневно запускаем различные виды зарядок. Они всегда разные. Иногда это про отечность, иногда это про пресс, иногда это про... Даже порой мы и мозговую деятельность тренируем. И очень много. Очень много. Поэтому сегодня, например, наш инструктор покажет упражнение с обычной гимнастической палкой. Это простой снаряд, который есть почти в каждом доме. А если и нет, альтернатива ему всегда найдется. Комплекс поможет разработать суставы, подтянуть мышцы спины и рук и сделать первый шаг к хорошей спортивной форме на сегодня. Всем доброе утро! Сегодня для нашей зарядки нам понадобится вот такая вот палка. В вашем случае это может быть или швабра, или щетка. Все наши упражнения будут направлены на осанку, на выпрямление спины и на укрепление мышц спины. Итак, первое упражнение у нас ставим ноги на ширине плеч, таз отводим назад и поднимаем ручки вверх. Делаем таких 12-15 повторений. Делаем это спокойно, без замахов, за счет мышц спины. Обязательно, когда поднимаем руки вверх, мы делаем выдох. Следующее упражнение мы будем заводить палку за голову. Мы также выполняем это упражнение 15-20 раз. Обязательно дышим. При подъеме мы делаем выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Стараемся, чтобы поясница у нас не прогибалась. Животик мы подтянули. Мышцы пресса напрягли. Колени у нас чуть присогнуты. Следующее упражнение у нас будет тоже на осанку. Мы заводим нашу палочку назад, вот таким вот образом. Локти собираем вовнутрь и будем производить вращение корпусом. Когда мы поворачиваемся, мы делаем выдох. Вдох. Обязательно дышим. Обязательно улыбаемся. Поднимаем себе настроение. Также выполняем это упражнение 15-20 повторений.
Мгм. Следующее упражнение у нас будут наклоны, держать за палку. В вашем случае за швабру или за щетку. Мы опускаемся вниз и поднимаемся вверх. Сначала у нас левая ручка сверху или правая, или наоборот. Вот мы делаем ручку сверху, наклоняемся. У нас сейчас тянется правая ручка. В нижней точке мы делаем выдох. Немножко свой корпус фиксируем, растягиваем наши плечики. И потом следующее мы ставим левую ручку сверху и также наклоняемся, и уже у нас тянется больше левая ручка. Также делаем вдох, выдох. И на каждую руку нам нужно сделать по 15-20 повторений. Выполняйте эти упражнения каждый день, и ваша спина будет ровной, а осанка красивой. Итак, всем пока, до новых встреч! Делать утром зарядку – очень хорошая и полезная привычка. А самые прочные привычки формируются в детстве. И лучше всего на личном примере. Когда родители не просто отправляют ребенка в спортзал, а берут коврик и встают рядом. Вот именно тогда исчезает принуждение, появляется общая цель и живое общение. Именно этому посвящен один из сегодняшних праздников – День совместной детской тренировки. Он хоть и неофициальный, но очень правильный и призывает семьи заниматься физкультурой вместе. О том, чем еще запомнился день 6 мая в разные годы и какие события сделали сегодняшнее число особенным, расскажем сейчас. На календаре 6 мая. Сегодня День Святого Георгия Победоносца. По народному календарю Юрий Вешний или Игорьев день. С Юрьева дня начинались активные полевые работы. Наблюдали крестьяне и за погодой. По ней можно было делать выводы о будущем урожае. На Игория мороз будет проса и овес, говорили в народе. Этот день в истории. В 1906 году Николаем II утверждены основные государственные законы Российской империи. В 1991 году появились авиационные пилотажные группы «Стрижи». В 1994 году в этот день состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. В этот день родились Максимилиан Робеспьер, французский революционер, глава якобинцев; Зигмунд Фрейд, австрийский невролог, психолог, основатель школы психоанализа; Виктор Гриньяр, французский химик, нобелевский лауреат; Николай Гастелло, советский военный летчик, герой Великой Отечественной войны; Владимир Этуш, советский российский актер театра и кино, профессор, народный артист Советского Союза; Александр Белявский, советский российский актер театра и кино, народный артист России. Именины сегодня отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий и Иван. Слушай, ну а прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Ну а после мы вернемся и продолжим встречать наступивший день. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Мошенники под видом сотрудников администрации в преддверии Дня Победы звонят пожилым людям и сообщают о якобы вручении памятных медалей, после чего воруют данные, рассказала юрист Алина Шляпина. Кроме того, как добавила юрист, тактика преступников стала более изощренной и психологически выверенной. Ключевым изменением стало активное использование темы государственных наград. Шляпина отметила, для придания легенды достоверности мошенники также могут называть этаж и номер кабинета, где будет происходить так называемое вручение. По словам юриста, главная цель схемы – кража персональных данных, например, ФИО, паспортных данных, и снился. Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса продолжает доставлять груз в зону проведения специальной военной операции. Очередную партию бойцам отправили ко Дню Победы. В Распутицу посылки переправляют судами на воздушных подушках. Перевозчики оказывают помощь безвозмездно. Помимо груза, сформированного волонтерами, на тот берег Лены перевезли медикаменты, лекарства, бинты и другие оптичные изделия, представила Сахаб-Фармация.
В рамках деятельности Республиканской комиссии «Вместе к победе» мы бесперебойно направляем дополнительную помощь нашим военнослужащим. Мы переправляем в зону специальной военной операции, переправляем на ту сторону реки, на базу, которую нам предоставила администрация Мегино-Кангаласского района, порядка 3 тонн адресных посылок и гуманитарной помощи. Ну и надо отметить отдельно, при поддержке Сахафармации направляются медикаменты согласно тому перечню, которые запросили из зоны специальной военной операции наши медицинские взвода. Число самозанятых россиян в минувшем году увеличилось на 26,8% и превысило отметку в 15 миллионов человек. Напомню, налог на профессиональный доход, НПД, действует в России в рамках эксперимента до 31 декабря 2028 года. Режим позволяет вести бизнес легально при условии, что годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Участники эксперимента освобождены от отчетности и уплачивают налог по льготным ставкам 4% при работе с физлицами и 6% с юрлицами. Сохранение или изменение такого налогового режима обсудят в правительстве в 27-м, ранее сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов. В новой версии законопроекта о регулировании искусственного интеллекта с суверенным и национальным моделям предложили обучаться на госданных. Доступ к ним можно будет получить после разрешения от ФСТК и ФСБ России. Кроме того, в новой редакции установлено, что стать доверенной ей моделью можно будет только после попадания в соответствующий реестр, разработки которого занимается правительство страны. Участники рынка опасаются, что ужесточение получения доступа к данным для обучения моделей может привести к появлению дополнительных барьеров для разработчиков. Ну а между тем, до начала одного из главных спортивных событий Якутии, Гардыгына, осталось буквально 8 недель. Уже известны имена 16 участников главного национального турнира. Сейчас у них вовсю идут тренировки. В соревнованиях этого года произошли изменения. Например, в стрельбе из лука. Если раньше стреляли по одной мишени, то сейчас будут стрелять по 2. Соответственно, у спортсменов появляется больше шансов. Кроме этого, в Хапсагае в спортивных моментах, таких как падение, касание, тот, кто первым сделает первые попытки, получит балл. Сегодня уже ребята готовятся к основному финальному соревнованию игры Дыгына. Да. Как вы знаете, основные изменения были это отборочные соревнования. 3 этапа сделали отбор. И на сегодняшний день уже 16 спортсменов, наших батуров, уже готовятся к СЭХу, где будет у нас финальное соревнование игры Дыгына. Спасибо нашим коллегам. Ну, перед тем, как мы ушли на новости, немножко поговорили о том, чтобы родители совместно с детьми занимались спортом. Это вообще здорово. Но рано или поздно они вырастают, ну, дети имеется в виду, и перед семьей встают новые вопросы. Один из них касается не только здоровья и досуга, но и кошелька. Летние каникулы начнутся уже скоро. Школьники досчитывают последние дни, а родители потихоньку начинают задумываться, а чем занять свое чадо на все лето. Один из вариантов – это, конечно, работа. Карманные деньги, первый трудовой опыт, новые знакомства. Но есть и вопросы. А не рано ли? Не помешает ли это отдыху? И стоит ли вообще подростку работать летом? Поговорим на эту тему с Марией Бодро, консультантом по подбору персонала. Мария, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, как в один из вопросов был, да, стоит ли ребенку, да, школьнику тратить драгоценные 3 месяца каникул на вот работу прям полноценную, или все-таки лучше посвятить их отдыху? Знаете, тема детей, она очень тонкая. Я благодарю, что вы пригласили. И первое, что хотелось бы, наверное, сказать, это давайте определимся, уважаемые родители, что такое работа. Да? Работа — это важная часть сферы жизни человека, его самореализация профессиональная, которая влияет на его качество жизни и на его доход. И если вспомнить прошлое, да, допустим, наш СССР, как мы воспитывались, да, очень многие, нам говорили: не торопись, не надо работать, подожди. Как бы готовя уже заранее к тому, что это что-то такое очень страшное, очень такое, ты будешь что-то тянуть. Второй момент — это кто такие дети. Дети — это личность, которая учит нас любить. Поэтому работать надо. 5 лет, 7 лет, 10 лет. Наша самая главная задача — это его поддержать. Поэтому, безусловно, работать надо. Чем раньше он это начнет делать от собственного своего желания, да, чем раньше мы дадим ему эту установку,
что это хорошо, это твоя самореализация, я тебя поддерживаю, тем будет лучше. Ну вот вы говорите 5-7 лет, то есть это все-таки мы начинаем с разговоров об этом или уже прям задаем им какие-то задачи, за что он может получать условно деньги? Мы находимся, да, мы как родители, мы находимся в постоянном диалоге с ребенком, да. Мы слышим его желания, мы видим, мы наблюдаем за ним, да, на его интересы, на его, не на интересы свои, да, не на возможность самореализации каких-то своих ошибочек, да, или каких-то своих недочетов, а что он хочет, да, зачем ему это, для чего ему это, да, мы наблюдаем за этим. И, конечно, если ему 5 лет, он говорит, я пошел торговать, хорошо, да, мне здесь надо научиться, а как мне тебе в этом помочь? Что ты сейчас будешь продавать, что я тебе дам? Поэтому, да, безусловно, сколько бы ни было. Стряпать пирожки, например, а он пускай продает. Вот. Как минимум. Рисовать милые рисунки. Я в интернете сколько историй видел, когда там, условно, на всяких сайтах по продаже вещей. А еще сейчас есть озвучка, вот гендер-пати, ребенка записывает голос, привет, я твой будущий ребенок, и дети уже за это деньги получают. Вот. Ну тогда вот раз вариантов очень много, в принципе, вот диапазон, когда ребенок может пойти работать, и, ну не пойти работать прям куда-то, а вот чем-то заниматься, что приносит доход, с какого вот возраста, ну, по возможности, да, в рамках Якутии конкретно, вот действительно можно найти заработок ребенку? То есть это тот 14 лет? 13-14 лет — это уже такой реальный подростковый возраст, когда человек сформирован, когда он самостоятелен, когда он получает поддержку, получает какую-то осознанность. И законодательство это поддерживает, 14 лет он уже реально может трудоустроиться. Ну вот тогда, внимание, вопрос, куда может ребенок устроиться в 13-14 лет у нас в Якутии, да, и, ну, естественно, это должны быть какие-то безопасные места, то есть мы не говорим о том, где, допустим, подпольно работать можно, в подпольно работать можно везде и всегда. Мы говорим все-таки про официальное трудоустройство. Официальное трудоустройство можно устроиться, в принципе, везде. Потому что сейчас сама законодательная база, да, самого государства, сама инфраструктура коммерческая, она развита настолько, что официально устроиться можно везде. Но здесь мы снова возвращаемся к тому, а что хочет сам ребенок, да? И если мы говорим о вопросе мошенничества, о вопросе безопасности, да, мы родители, да, мы боимся, да, но если мы посмотрим на свой собственный опыт, который мы пережили, как раз-таки сложности добавили нам самостоятельности, да, возможности отстаивать свои интересы, отстаивать то, во что ты веришь, да, проявлять самостоятельность именно в сложных ситуациях. Поэтому если мы находимся в постоянном диалоге с ребенком, и он решил, я пойду официантом, да, а семья полностью администраторы, там, административные управленцы. Он говорит, как, зачем? А вот он горит желанием, он хочет испытывать эмоцию здесь и сейчас, да, вот ему нравится. Ну хорошо, он пошел. Возможно, недобросовестный работодатель не дал деньги, либо не досчитал, либо решил за что-то оштрафовать, да, заранее не предупредив. И если мы находимся в диалоге, задаем ему правильные вопросы, а что ты будешь с этим делать? А что ты чувствуешь сейчас? А как ты пробовал это решить, да? То, конечно, мы беспокоимся за него, да, справится он с этим, не справится, но он с этим тогда справляется. И этот опыт, он все равно останется и будет с ним. И когда он пойдет в следующий раз, когда уже возраст будет более осознанный, и, возможно, он с вами советоваться не будет, а проблемы уже будут гораздо сложнее на другом уровне, он их просто щелкнет. А нужно ли согласие родителей вот, или какие-либо документы на момент, допустим, этого возраста, когда ребенок идет трудоустраиваться? Да, обязательно, обязательно. Это со стороны законодательства. Если говорить со стороны законодательства, нужно согласие. Нужно человеческое согласие, да? Как это благословение, иди, потому что все равно все рассматривается с двух сторон. Вот мы затронули немножко тему, что там, недобросовестных работодателей, а как можно вот действительно отличить, да, нормальную подработку от какой-то там мошеннической, ну не то чтобы прям схемы мошеннической, а вот от недобросовестного работодателя? Но так как я работаю в найме больше 13 лет, тема недобросовестности работодателя, она вообще такая очень-очень философская, да. Опять же, мотивация. Да, вот мы взрослые люди, у нас у каждого своя мотивация, да. Кто-то хочет побольше получать, кто-то хочет обучения и знаний, кому-то карьерный рост, кому-то вообще все равно, ему нужно, чтобы он через 5 минут оказался на работе и через 5 минут заходил домой. Остальное ему все не важно. И здесь в зависимости от того, что он хочет, он туда и идет. Что там уже происходит с работодателем у него,
это коммуникация. То есть, когда он начинает выбирать, если у него стоит в мотивации, допустим, престиж компании, имидж компании, что ребенок ваш будет делать? Он будет открывать интернет, он будет открывать нейросети, он будет читать отзывы. То есть он сам себя полностью обезопасит. И сейчас очень многое молодежь, да, в найме, они все смотрят отзывы. Они смотрят отзывы, тем более у нас город Иркутск — это вообще одно сплошное сарафанное радио. Поэтому попасть куда-то очень-очень недобросовестно, это надо очень постараться. Я бы его еще похвалила, наверное, где ты это нашел. Ну а в целом, вот еще один немаловажный вопрос, у нас осталось совсем немного времени, да, что работодатели вообще ценят в подростках, да, и что их, возможно, раздражает? Вот с точки зрения уже работодателя давайте посмотрим. Да, я бы хотела, наверное, сейчас обратиться к родителям. Раздражают родители. Очень сильно раздражают родители, начиная с этапа того, когда они делают выбор за ребенка в образовании. Ребенку сложно работать. Он не понимает, зачем он получил это образование. Он сидит перед тобой и говорит: я не знаю. Ну, мне так вот мама сказала, я пришел. В итоге ему очень трудно расти в компании, ему трудно открываться в компании. И он там где-то 5 лет он в институте, там 2 года там потерял, и еще год ему понадобилось, чтобы там самореализоваться. Второй момент – это дисциплина. Конечно, мы выходим на работу, мы начинаем что-то новое, мы вдохновлены, первые 7 дней мы парим, а потом нужно дисциплинироваться. Дорогие дети, потом нужно входить в режим, менять свой образ жизни. Это 2 таких основных аспекта, если вы хотите, чтобы это получилось. Вот так. Поэтому работаем, родители не мешаем, поддерживаем. Ну и тогда лето этого года, возможно, будет не только приятным, но и полезным. Это точно. Мы, кстати, через это немножко коснулись вчерашней темы сепарации. Да, да. Родители, не мешайте. А вам спасибо большое за вашу беседу. Успехов в работе, хорошего дня. Благодарю. Вот. Ну, а пока дети будут зарабатывать первые деньги на летних подработках, у многих взрослых найдется другое занятие, которое тоже требует времени и терпения. Земля на дачных участках уже прогрелась, и можно приступать к подготовке своего огорода к лету. Важным моментом садоводства является удобрение почвы. И сегодня в рубрике «Сад-огород» узнаем, как для этого использовать яичную скорлупу. Доброе утро, уважаемые телезрители. Пришла весна, снег остался вон только в тенистых окраинах нашего двора. Пришла пора работать уже над будущий урожай наших садовых, огородных растений. Все вы употребляете в пищу куриные яйца. Это непременный такой важный компонент нашего рациона. И многие люди выбрасывают скорлупу. А при этом скорлупа куриная – это очень хорошее кальциевое удобрение. Его нужно высушивать, оно само высыхает, да? Достаточно сухое. При комнатной, даже на улице, на балконе я их не выбрасываю. Коплю. У меня несколько мешков получается за зиму. Вот таких вот. Потом что мы делаем? Мы их очень просто в металлическое ведро помещаем. Вот. И хорошей прочной палкой. В данном случае это вот старая рукоятка топора колуна. Мы их измельчаем. Сухая скорлупа измельчается очень быстро. Удары надо делать достаточно сильные. Чем мельче, тем лучше. Под воздействием, попадая на землю, она разлагается очень быстро, растворяется буквально, исчезает. Под воздействием почвенной влаги, которую она впитывает, и атмосферных осадков либо полива. Вот, смотрите, какая получилась скорлупа мелкая. Это превосходное удобрение, в первую очередь кальциевое, содержит кальций. Берем его вручную, вот в данном случае
саженцы черемухи и раскидываем. И все. Эти удобрения, да, можно использовать для всех растений, для всех садовых, огородных. Все они нуждаются в кальции. При этом в любое время года, не только вот ранней весной, можно весной вносить, можно летом, можно осенью. Потому что растения в течение всего такого теплого сезона нуждаются в питании. Ну, конечно, не килограммами сыпать, а равномерно тонким слоем. Ну вот так мы готовимся к урожаю лета 2026 года. Готовимся готовить урожай. Да. Но, тем не менее, лето – это не только какие-то огородные, да, заботы или первые заработки, если мы вернемся к теме подростков, да, которые работают. Это еще и опасности, о которых забывать нельзя. Вместе с зелеными листьями и теплым солнцем просыпаются те, кто всю зиму ждал момента, чтобы вцепиться в нашу кожу. Речь, конечно, о клещах. Клещевой энцефалит – это очень серьезная болезнь, и лучший способ с ней справиться – это профилактика. Кому и когда нужна прививка? Что делать, если клещ уже присосался? И куда бежать в этом случае? Об этом и не только в рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Сегодня мы поговорим о таком серьезном заболевании, как клещевой энцефалит и эндемических зонах Якутии. Что такое клещевой энцефалит и чем он опасен? Это вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Вирус передается через укус ихсодового клеща, а также в редких случаях через сырое молоко коз и коров, инфицированных клещами. Последствия могут быть от менингита и параличей до летального исхода. Какие районы являются эндемичными в Якутии по клещевому энцефалиту? По данным Роспотребнадзора, высокий риск заражения в Якутске, также в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском, Горном, Усть-Алданском, Амгинском, Чурапчинском, Татинском, Алекминском, Ленском, Мирнинском и Нерюнгринским районам. Клещи встречаются в пригородных лесах, парках, на дачных участках. Кому нужна вакцинация? Всем, кто проживает в эндемичной зоне или планирует выезд на природу, охоту, рыбалку, работу в лесу, дачные работы. Особенно показано детям с 1 года, людям старше 60 лет, а также пациентам с хроническими заболеваниями. Как проводится вакцинация? Стандартная схема. 2 прививки с интервалом 1-7 месяцев. Лучше начинать осенью или зимой. И ревакцинация через 1 год, затем каждые 3-5 лет. Есть экстренная схема для тех, кто не привит, но собирается в эндемичную зону. Это 2 прививки с интервалом 2 недели, 3 через 5-12 месяцев. Привиться можно в поликлинике по месту жительства, в прививочных кабинетах. Что делать при укусе клеща? Удалить клеща лучше в травмпункте или поликлинике, или аккуратно выкрутить пинцетом, не раздавливая. Поместить клеща в чистую емкость влажной ватой и сдать в лабораторию для исследования на энцефалит и боррелиоз. Необходимо наблюдать за самочувствием. При повышении температуры, головной боли, тошноте, онемении мышц срочно к врачу. Меры профилактики при выходе в лес – это обязательно носить светлую одежду с длинными рукавами и манжетами, брюки заправлять в носки, в сапоги, использовать репелленты, отпугивающие клещей. Каждые 15-30 минут осматривать себя и детей. Не заносить в дом свежесорванные полевые цветы и ветки. Берегите себя и будьте здоровы! Что ж, защищаться от клещей – это важно, но есть в наступающем лете и другие радости, которые не связаны с опасностями. Например, катание на самокате. Ну, конечно, осознанно и правильно. Но один житель Санкт-Петербурга, кажется, готов переплюнуть всех. В городе замечен нарушитель правил дорожного движения, но это не человек, а питомец. Штрафовать его, кажется, никто не собирается. Слишком уж очаровательный вид. Знакомьтесь, Мила, пес-самокатчик. Стоит на задних лапках, а передними держится за руль и катит по улицам как спортсмен. Местные только улыбаются и машут. А еще Мила катается на качелях и обожает активные игры. Вот такой уникальный четвероногий талант живет в Петербурге.
Посмотрим. Ну, достаточно забавно. Было бы еще забавнее, если бы это был электросамокат. Да, а я не поняла, кто-то же тянет самокат или как? Ну, подталкивает, видимо, хозяин, да, он... Сам факт, что собака смирно стоит, ее везут. Ну, Очень ленивая собака. Да, не я хочет сама гулять. тоже хотела сказать, а зачем вообще собакам ходить, тогда бегать, вообще шевелиться, когда можно и на самокаты перейти? Ну, а может, однажды и перейдут. Как говорится, мы знаем медведей, которые на велосипедах в цирках катаются, Да, может, да. и собаки тоже смогут освоить транспортные средства. Главное, чтобы до автомобиля не добрались. Ну, я вот так во всяком случае считаю. Тем не менее, если собаки осваивают самокаты, то людям, тем более в городе, с такой непростой логистикой, как Якутск, без нормальных дорог никуда. И одна из главных транспортных артерий Якутска, по которой ежедневно проезжают тысячи машин, это автострада 50 лет октября. Какой она была раньше, как изменилась с годами, и какие секреты и курьезные случаи с ней связаны, и вообще, почему ее называют визными воротами города. Об этом в рубрике «Моя улица». Здравствуйте! В эфире рубрика «Моя улица». Сегодня мы находимся на одной из самых широких и символичных улиц Якутска. Это не просто дорога, это настоящий въезд в город. Встречайте, автострада 50 лет октября. Давайте сразу к цифрам. Длина этой мощной артерии 2,6 километра, а ширина 15,5 метров. 4 полосы для движения. Она начинается от улицы Дзержинского и уходит до Можайского. Свое необычное для слуха название – автострада. Улица получила в честь 50-летия Октябрьской революции. Это было грандиозное событие для страны, и Якутск ответил ему по-советски масштабно. На въезде нас встречает монументальная композиция «Ус-Серге». 3 белоснежных канавязных столба, которые по обычаю народа Саха означают «Гостю здесь рады». Рядом плита с орденом Трудового Красного Знамени. Им Якутск наградили в честь своего 350-летия. Въезжая по автостраде, вы сразу чувствуете, вы в столице, здесь чтят традиции и помнят историю. Но где на этой грандиозной автомагистрали найти место для тишины и памяти? Оно есть и называется Парк Победы. Он расположен здесь же у въездных стел и давно стал любимым местом для жителей Гагаринского округа. Здесь есть и велодорожки, и спортивные площадки, и дорожки для спокойных прогулок. Именно в этом парке находится мемориальный комплекс «Якутск. Город трудовой доблести». Он посвящен присвоению городу звания трудовой доблести, который Якутск получил указом президента Владимира Путина 15 ноября 2022 года. Здесь же установлен памятник легендарному снайперу Ивану Кульбертинову и герою-артиллеристу Гаврилу Протодьяконову. Здесь же мемориал «Семья солдата-победителя» и аллея «Патриот». Каждый год 9 мая этот парк становится центром притяжения. На автостраде есть место и для современного искусства. Обратите внимание, на стене теплового пункта позади стеллы появился яркий мурал «Счастливая семья». Его создала художница Кюней Кириллина. Автострада 50 лет октября – это улица-встреча. Она встречает гостей традицией, а провожает жителей памятью. А посреди всего этого потока оставляет место для семьи и мирной жизни. Улица, на которой хочется крикнуть «С праздником! С Днем Победы!» и от всего сердца улыбнуться. Рубрику подготовила киностудия ЕГЛ. Ну, а мы от Якутска перенесемся в другой город, во Владивосток, где расцвела выставка цветов. Экспозиция посвящена первоцветам и любви. Каждый художник смог показать свое видение весны, а сама выставка работает в новом выставочном пространстве. Подробнее об этом расскажут коллеги. На этой работе залив еще скован льдом, но по нему уже разливается тот цвет вечернего заката, который бывает в Владивостоке только в начале весны. А в воздухе непередаваемое состояние предчувствия. Ожидание – так назвал эту керамическую работу Евгений Лапу. Она вошла в экспозицию проекта с лаконичным названием «Весенняя». В галерее H10A собраны картины преподавателей и студентов художественного факультета Дальневосточного института искусств. И каждая работа показывает, как по-разному видят это время уже именитые мастера и молодые художники. Вот студентка 5-го курса Людмила Кривошапкина специально для этой выставки изобразила весну ее детства. Весну в Якутии. Весна в Якутии непредсказуемая, очень зеленая и с таким сладким запахом. Такое ностальгическое.
А напротив сирени Ильи Бутусова. Импрессионистическая, нежная, на холсте тонкий сиреневый, плавно перетекает в цвет заката и цвет моря. А Виталий Медведев на своей работе воспевает цвет весенней грязи в заливе Угловом. Он достаточно мелководный, и когда происходит отлив воды, появляется вот такая совершенно чудесная, живописная грязь. Ну, как бы грязь для художника, на самом деле, в первую очередь, это цвет, это фактура, которую хочется запечатлеть. Поэтому вот такой появился сюжет. А на работе Михаила Ковалева на переднем плане уже буйный цвет поздней весны. И парочка вдали на фоне моря. Цветы завянут, а чувства, как сложится судьба. Философское размышление об быстротечности жизни и о том, как важно ценить момент. Как это могут делать японцы, на своей работе изобразил Игорь Обухов. На его холсте «Праздник Ханами» цветение сакуры изображено как жемчужное облако, а под ним люди наслаждаются этим мигом. Впрочем, каждая работа в этом пространстве о том, как можно по-разному говорить и о таянии снега, о первоцветах и о любви. О том, как это могут показать художники Дальневосточной школы живописи. Который, конечно же, отличается цветом, энергетикой цвета. Я думаю, что это интересно будет зрителям, ну и, я думаю, искусствоведам, поскольку такой срез, общий срез художников, да, с именем и в то же время выпускников и молодых, да, все в одном пространстве. Этот яркий живописный проект стал поводом еще раз обозначить, что в городе появилось новое выставочное пространство. Название H10А отсылает к адресу Харьковская 10А. Здание, где расположились офисы различных компаний, теперь приглашает на встречу с искусством. Ольга Сумкина, Валерий Лопатина, Тарас Боднарук, «Панорама». Из мира цветов мы окунемся в мир живой природы. Но на этот раз не такой дружелюбный, как может показаться. Представьте, вы ныряете в Тихом океане, наслаждаетесь красотой и вдруг получаете пощечину. Как вы думаете, от кого? А вот здесь кроется вся интересная ситуация, потому что пощечина прилетает от черепахи. Именно это случилось с дайвером. Животное долго шло за ним под водой, не отставало, а потом подплыло вплотную и ударило плавником по лицу. Пощечина, конечно, не человеческая, но ощутимая. После этого черепаха невозмутимо развернулась и уплыла без всяких сожалений. Мужчина не пострадал, но, по его словам, к такому повороту он был абсолютно не готов. Вряд ли кто-то вообще готов получить пощечину от черепахи. Знаешь, я имела опыт... Получение пощечины от Нет, черепахи? опыт погружения именно в воду, когда рядом с нами плавали такие огромные черепахи. Но теперь я буду много раз думать перед тем, теперь как ты понимаешь, опуститься. что Да. очень посчастливилось без травм, без получения. Оказывается, они могут давления. быть агрессивные. Да. Ну, на самом деле, как будто бы выглядит так, что она начинала поворачиваться. Это он попался ей под руку, под ногу. Под амплитуду. То есть это у нас вот рука вот так всяко разно может делать. И если нам куда-то нужно пролезть, мы можем сделать так. А у черепахи, видимо, и она пыталась, наоборот, избежать столкновения, и это было минимум, да? Ну, самое максимальное, что она могла сделать, все равно зацепить его. Тем не менее, конечно, ситуация забавная, да, говорит, что я получил пощечину от черепахи. Да, еще и все это попало на видео, это вообще уникальный случай. Можно потом рассказывать, показывать. И всю жизнь вспоминать. Вообще, будет история, которую в компании можно всегда озвучить. Слушай, ну тогда потом, если вдруг и получит он еще пощечину от человека, он скажет, да что твоя пощечина? Да, я от черепахи, мне уже не страшно, меня черепаха уже вот так делала. Вот. Ну, как бы пощечина черепахи, конечно, не ждешь, в принципе, да, обычно, как ты говорила, ныряла с черепахой, ничего такого не было. Но после такого сюрприза хочется чего-то надежного и, наверное, правильного. И вот наша команда отправилась в Якутскую кадетскую школу-интернат. О том, как живут кадеты и какую экскурсию провели семиклассники, расскажут наши коллеги. К столетию военного образования Республики Саха-Якутия наша съемочная группа отправилась туда, где дисциплину и честь прививают с детства. Это Якутская кадетская школа-интернат, где нам провели экскурсию кадеты 7 класса. На первом этаже жилого корпуса находится этаж здоровья и заботы, гладильная и постирочная, где ребята сами приводят форму в порядок, медицинский пункт и кабинет психологической разгрузки, где психолог всегда поможет юному защитнику справиться с тревогой и волнением. А чтобы узнать, как живут кадеты, поднимемся на 2-й этаж. Это наш интернат. Здесь есть свои отдельные комнаты, называются кубрики. В каждом кубрике есть по 4 кровати. У своя есть тумбочка, у всех своих есть тумбочки и полки.
Наш подъем начинается с 6 утра. После подъема мы идем все на утреннюю зарядку. После зарядки умываемся и заселяем кровать. После готовимся к утреннему завтраку и к утреннему разводу. Тут у нас зал отдыха. Можно посмотреть телевизор или почитать книжки. Это наш класс профильной подготовки. Мы тут выполняем домашние задания и готовим уроки на завтра. Порядок здесь военный, от утренней зарядки до отбоя. Но главное в школе – это, конечно, учеба. И вот с чего начинается каждый урок. Смирно, товарищ учитель. Личный состав 11 класса по списку 18 на лицо 16. На урок по русскому языку прибыл. Дежурный Амосов. Здравия желаю, товарищ учитель. А далее познакомимся с кабинетом ОБЗР. Здесь у нас находится кабинет ОБЗР, посвященный военной тематике. Вот здесь находится вооружение времен Великой Отечественной войны и современных войн. К примеру, из Великой Отечественной войны пистолет-пулемет Судаева и пистолет-пулемет Шпагина. Из современной войны РПГ-7 и снайперская винтовка Драгунова. Там находятся кумулятивные заряды и мины, образцы шлемов и противогазов, средства радиосвязи и внутренние разрезы мин. Находятся бронежилеты с специальными бронеплитами. Далее мы отправились в кабинет радиосвязи. Здесь кабинет радиосвязи, здесь подготавливают радиоспециалистов. Мы приходим, садимся за столы, берем тетрадки, пишем там свое послание, классно работаем, и потом начинаем передавать послание. А главные реликвии хранятся в школьном музее. Именно здесь начинается история самого учебного заведения. Якутская кадетская школа-интернат была основана указом первого президента Республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым от 7 февраля 2000 года на базе бывшей воинской части поселка Большая Марха в целях формирования основы для подготовки учащихся к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. Первый набор кадетов состоялся в 2000 году. 7-8 классы в количестве 96 юношей, а первый выпуск состоялся в 2004 году из 19 кадет-выпускников. Жизнь кадетов расписана по минутам. После уроков в 13:55 общее построение или развод, а затем обед и долгожданные кружки. Спорт, деревообработка, военная журналистика. Сейчас за несколько дней до Парада Победы у ребят идут усиленные репетиции. Кадеты говорят, школа дала им друзей, научила дисциплине и помогла понять свое будущее. Один видит себя курсантом ФСБ в Калининграде, другой военным инженером, а третий метит в Следственный комитет. Вот такое достойное поколение защитников растет в якутской кадетской школе. А мы желаем мальчишкам успехов в учебе, и пусть все их задуманное сбудется. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях республики, страны и мира. На сегодняшний день проезд по ледовым переправам Якутии для всех видов транспорта запрещен. За нарушение установленных запретов водители несут административную ответственность. Для граждан это штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 50, для юрлиц от 100 до 1 000 000 рублей. Организованно выполняются пассажирские перевозки по всем основным переправам: Якутск, Нижний Бестях, Кангалас-Сотенцы, на реке Алдан, Мегина-Алдан, Кескилс. Сегодня, напомню, тарифы на перевозки составляют: Якутск, Нижний Бестях 2500 рублей, по Вилюйской группе районов 1000 и по Алдану 2500 рублей. Хочется напомнить, по станции Намыв тоже с прошлого года с коллегами ЖДЯ проведена работа по благоустройству станции Намыв, и со стороны Нижнего Бестяха для удобства граждан есть накопители специальные для пассажиров. И дальше проводим работу по благоустройству с точки зрения недопущения актов незаконного вмешательства. Есть требования транспортной безопасности. На сегодня закуплено оборудование, которое уже в ближайшее время будет установлено.
Выпускникам школ надо дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты страны Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спорта спортсмены могут повторить определенное число выступлений. А в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. По его мнению, очереди на пересдачу не будут большими, но шанс повторно пересдать надо давать по каждому ЕГЭ. Между тем, в столице республики продолжается патриотическая акция «Поем двором». Накануне персональный концерт во дворе своего дома принимал участник войны с милитаристской Японией Мартын Герасимович Григорьев. Летом прошлого года ветеран отметил свое столетие. Ему было 18, когда в 43-м он ушел на фронт из села Кутана Сунтарского района. Он прослужил на восточных рубежах страны 7 лет, командуя отделением зенитной артиллерии в Маньчжурии. Поздравить героя пришли артисты якутской эстрады, солисты театра оперы и балета и представители власти. К исполнению легендарных песен также присоединились и учащиеся школы номер 15. Личные поздравления в таком формате продлятся в столице до 9 мая. 7 ветеранов по республике на сегодняшний день. И в каждом дворе мы проводим вот такие концерты мини. Для того, чтобы поднять настроение, проявить уважение нашим ветеранам к предстоящему празднику. Ну и, конечно же, это мероприятие несет тоже воспитательный характер. Все-таки здесь очень много детей, школьников, детсадовского возраста, например, вчера были. И, конечно же, ребята вживую видят, благодаря чему, благодаря кому вот у нас мирное небо. Из Старой Млад в Якутске стартовал 15-й матч турнира по шахматам и шашкам. Соревнования на призы ветерана войны Наума Трифоновича Слепцова проходят ежегодно к 9 мая. Примечательно, что участие в нем принимает ровно столько же спортсменов, сколько и лет в годовщине празднования Великой Победы. К примеру, в этом году турнир собрал 81 участника, среди которых есть и гроссмейстеры. Но самое главное – это возрастной ценз турнира, вернее, его отсутствие. Так, состязания проходят между сборными ветеранов и молодежи, при этом самому старшему участнику турнира 91 год, а самому младшему всего 7 лет. В общем итоге молодые побеждают. Но в прошлом году ветераны хорошо выступили. Ну, в этом году посмотрим. Очень раньше было сложно собрать, особенно молодежь. Но сейчас начали больше заниматься, в том числе благодаря данному турниру. И вот сейчас у нас много-много запасных игроков. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Еще немного времени пройдет, и река пойдет. Как бы это ни звучало, да, время половодья приближается, но в целом вместе с этим предвещается начало лета, потому что буквально через несколько дней, я думаю, все вокруг взорвется зеленью, почки, трава, первые листья. И для многих это долгожданная радость, тепло, наконец-то убрали пуховики. Но для некоторых семей этот яркий старт лета превращается в испытание. Когда глаза щиплет, нос не дышит, а ребенок чихает от одного вида распустившейся березы. Сезонная аллергия наступает внезапно, и важно не спутать ее с простудой или другими заболеваниями. Как подготовиться к зеленому взрыву и помочь своим детям? Сегодня с нами эту тему обсудит эксперт Оксана Голикова, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Ага. Ну вот первый вопрос, наверное, про отличие все-таки простуды и аллергии. Как бы. С одной стороны, зрители могут сказать, что за глупый вопрос, с другой стороны, симптоматика иногда похожая. Нос чешется, свербит где-то, вот, ну, вот, и так далее. Вот как, есть ли стопроцентный способ родителю определить, что у ребенка не простуда, а аллергия? Да, спасибо большое за вопрос. Очень интересный вопрос, очень актуальный, потому что очень часто в детском возрасте детишки не разговаривают, не говорят, и очень необходимо родителям определить, действительно, либо это простуда, либо это какое-либо аллергическое заболевание. И простудные заболевания, они чаще всего протекают с определенной симптоматикой. Здесь самое главное — определить сигналы заболевания, уточниться о том, что действительно это простудное заболевание. И чаще всего они протекают с повышенной температурой. Температура может быть от субфебрильных до высоких показателей. Отмечается боли в мышцах, ломота в суставах может быть повышение температуры, как я уже сказала, да?
И особенно нужно обратить внимание на выделение из носа и кашель. Эти патогномастические симптомы, которые в первую очередь попадают в глаза родителей. При простудном заболевании, а точнее остром респираторном заболевании, они часто вызываются вирусами, бактериями различными, да, и в основном передаются воздушно-капельным путем от больного человека здоровому при контакте с больным человеком. В данном случае происходит повышение температуры, кашель, как я уже сказала. Кашель может быть сухим, потом переходящий во влажный кашель, с трудно отделяемой иногда бывает мокротой, с гнойным отделяемым. Выделения из носа чаще всего могут быть желтоватые, зеленоватые. И чаще всего при простудных заболеваниях, конечно, нужно сдавать общий анализ крови. Аллергия же – это ответная реакция на какой-то определенный аллерген. Он может возникать внезапно при контакте с аллергеном. Аллергенами могут выступать бытовые, эпидермальные, растительные, пыльцевые аллергены. И чаще всего это заболевание протекает без температуры. Выделения из носа чаще бывают водянистые или слизистые. Обязательно присутствуют такие проявления, как гиперемия глаз, зуд носа, да? Покраснение глаз, зуд глаз может быть. И сопровождаться иногда, даже очень часто бывает, что кашель. А кашель здесь специфический. Он сухой, длительный кашель. И родители очень часто говорят, вот наш ребенок длительно кашляет, и мы не можем понять. На самом деле это протекает аллергия. И в этом случае врачу, педиатру или врачу-аллергологу-иммунологу нужно назначить адекватную терапию. При назначении адекватной терапии, симптомы заболевания проходят очень быстро. Но поскольку эти два заболевания, они протекают под маской респираторных заболеваний, и назначение лекарственных препаратов, таких как противовирусные препараты, не дают облегчения при аллергии, а противоаллергические препараты не дают облегчения при простудных заболеваниях. То есть можно просто наблюдать, и вы видите, Совершенно да? верно, но обязательно сдать общий анализ крови. Общий анализ крови покажет, что у вас идет бактериальная инфекция или вирусная инфекция, или это аллергия. И обязательно необходимо обратиться к врачу-педиатру по месту жительства или к фельдшеру в центральной больнице. В целом в домашних условиях анализ крови мы, допустим, сдать не можем, но вот родителю попервые определить можно отсутствие температуры. Отсутствие температуры, выделение из носа, кашель. Вот эти основные и, скорее всего, грубо говоря, запускается как по щелчку, потому что простуда все-таки предшествует какое-то время слабости. Хорошо. Совершенно верно. Родители разобрались. А вот бабушки с дедушкой увидели, потекли сопельки и начинают отвар череды, сок алоэ, вот все эти народные средства. Это все-таки пустая трата времени или есть какой-то эффект? Вы знаете, советы бабушек нам очень нужны. Они необходимы, можно сказать. Но, к сожалению, в практике врача-аллерголога-иммунолога у нас встречаются такие моменты, что приходят пациенты, говорят, что нам назначили различные растительные препараты. Родители даже сами дают те препараты лекарственные, которые имеют место быть растительный компонент. Ну и также бабушки очень часто назначают молоко с медом. Если ребенок действительно реагирует на растения, которые вызывают аллергию, конечно, это может быть достаточно чревато, и различные осложнения, и тяжесть, длительность течения заболевания будет. А можно ли по полису в поликлинике сдать анализ на аллергены? То есть, насколько я понимаю, аллергия, в принципе, может быть на все в этой жизни, да, но весь ли спектр покрывается на анализах? Конечно, как вы подметили, что действительно аллергические заболевания, именно в аллергологии диагностика заболевания очень важна. Вот у нас в республике работает 9 врачей-аллергологов, иммунологов. 7 из них работают именно в городе Якутске по обязательному медицинскому страхованию. Ранее спектр аллергенов был очень таким ограниченным, были только пыльцевые аллергены. Сейчас на данный момент в арсенале врачей-аллергологов спектр аллергенов очень расширился. Имеются бытовые, эпидермальные, пыльцевые, растительные аллергены.
Вот. И врач-аллерголог-иммунолог уже решает, что конкретно, какие аллергены проводить у соответствующего ребенка. И иногда достаточно часто правильно собранный аллергологический анамнез может поставить врач-аллерголог уже предварительный диагноз с узнаванием спектра аллергенов. То есть необходимо отметить, что что-то можно сделать бесплатно сегодня, да, по полису ОМС, но какие-то все равно, возможно, дополнительные, да, аллерготесты нужно будет делать платно. Совершенно верно. И в арсенале врачей-аллергологов в некоторых поликлиниках есть определение специфических иммуноглобулинов Е, которые, в общем-то, это... Ну и еще один момент, да, вот есть очень такая, ну, как бы сказать, модная тема, да, аллергия на глютен, да. Вот часто ли встречается сегодня он у детей, да, и как понять, что хлеб и макароны – это враги у ребенка? Ну, во-первых, тут нужно определять, это аллергия, истинная аллергия, или это просто непереносимость глютена. Конечно, сейчас действительно много говорится об этой теме, но прежде всего, если есть аллергия на глютен, да, то, соответственно, она пройдет. Если же это болезнь, целиакия, то это аутоиммунное заболевание, которое будет в течение жизни. Оксана Афанасьевна, спасибо большое за ответы на актуальную тему, на актуальные вопросы по поводу цветения и как с этим жить. Мы желаем вам хорошего дня, успехов в работе. Ну а вам, дорогие зрители, желаем заботиться о своем здоровье и, конечно же, сегодняшний день провести с улыбкой на лице, несмотря ни на что. И, как всегда, уже завтра в 7:00 мы скажем вам доброго утра на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Всем хорошего настроения.